на эти Олимпийские игры должен был ехать наш спортсмен Мунгушначин, но по политическим, да, вот этим нашим соображениям, ситуации, российская сборная отказалась. Всегда Россия, конечно, участвовала на Олимпийских играх, и по результатам они всегда были в тройке, либо в четверке, либо в тройке лидирующих, да, вот позициях. Но это говорило о том, что вот нация, она спортивная, она здоровая. У нас есть и олимпийские, и паралимпийские чемпионы, да, это наша гордость Туве. А скажите, чего не хватает Туве, чтобы больше воспитать вот именно олимпийских чемпионов? Тоже инфраструктура очень большое значение имеет, обеспеченность спортивными объектами на низком уровне. Даже воспитать одного чемпиона, это нужно годы. То есть это не за 2 года ты можешь закрыть проект, да, а это 10-15 лет. Дети малые должны заинтересоваться и понять, что спорт – это очень такая хорошая вещь для здоровья, для будущего. Являюсь мастером спорта международного класса, достиг определенных высот. А вы уже состоявшийся человек, у вас замечательная семья, замечательная карьера, да, работа. Вообще вам зачем политика нужна? Здравствуйте, это передача «Личное общение». Меня зовут Альмира Синди. Сегодня я беседую с человеком, имя которого известно не только у нас в Туве, но и далеко за ее пределами. Это Буян Бичол, директор спортивной школы ЦСКА Тыва, а также чемпион мира в 2010 году по вольной борьбе. Здравствуйте, Буян Владимирович. Да, здравствуйте. Буян Владимирович, вы настолько у нас известный человек, да, в Туве, то есть вас практически многие знают, не только в Туве, но и за ее пределами. В представлении вы уже, естественно, не нуждаетесь. Вся ваша жизнь связана со спортом. И ваш отец тоже был известный спортсмен. То есть у вас в детстве вообще не было выбора профессии, как быть спортсменом? Или все-таки был какой-то выбор? Можно сказать, выбора не было, потому что с самого детства я вырос в такой атмосфере, да, спортивной. Дома, вот, на примере отца и своих братьев, потому что все братья, родные братья моего отца тоже были все борцами, известными, да, чемпионами, мастерами спорта РСФСР и СССР. Вот. Поэтому, глядя на них, я, практически не было никакого даже мысли, что я стану кем-то другим. Я, естественно, брал пример со своих братьев и со своего отца. Поэтому, да, целенаправленно с малых лет я и думал, что и мечтал, наверное, сказать, да, что стану таким же, как они. То есть вольная борьба это было уже изначально, да, или были какие-то еще мысли о том, как другой вид спорта, или вот изначально все, вольная борьба? Да, все, только борьба, потому что, да, вот еще раз повторюсь, что вот мои братья и отец, они только вот занимались борьбой, да. Конечно же, они параллельно еще и были и другими видами спорта, да, там легкая атлетика, лыжи, там волейбол и так далее, и тувинская национальная борьба куреш, но так вот целенаправленно, не знаю, вот с малых лет влюбился вот в вольную борьбу на их фоне, скажем так, и вот это само собой пошло. И по сей день вы занимаетесь, да? Вы просто заметьте, какой Буян Владимирович стройный и всегда в хорошей спортивной форме, вы до сих пор занимаетесь, да? Да, до сих пор занимаюсь, всегда стараюсь поддерживать форму, по утрам пробежки делаю, зарядка всегда, эта привычка осталась. И мы вот в спортивном зале Херел по средам, наши, скажем так, наши спортсмены-ветераны, мы встречаемся, тренируемся, до сих пор вот так ведем здоровый образ жизни. Ой, молодцы, молодцы. Скажите, а если бы не спорт, кем вы могли бы стать? Вы думали вообще об этом? Да, думал. Я каждые каникулы, особенно летние каникулы, когда был в школе, учился, да, всегда проводил вот эти вот каникулы у бабушки и у дедушки. Это в Улухемском Кожуне, местечко Эжим называется. Это мое детство, скажем так, вот эти вот свободное время всегда проходили там. И, естественно, все это было связано и с скотоводством, потому что бабушка, дедушки были и овцы, и козы, и коровы, и лошади.
Вот, мне было очень это как интересно, ну, как мальчику из города. Но я городским себя никогда не считал, потому что каждое лето, с малых лет, я всегда знал и видел, и познал, что такое вот сельский труд, что такое, да, пасти овец, коз, что такое, да, вот это. Ну и ловил себя на мысли, вот связано что-то с сельским хозяйством, вот именно... Были бы чебаном, да? Возможно, это. Потом у меня есть, ну, брат, один из младших братьев моего отца, он некоторое время он работал ветеринаром. Тоже вот в такие вот каникулярное время тоже вот вместе с ним ходил по чабанским стоянкам. Он там, конечно, свою работу делал, и мне это тоже было очень интересно, ну, школьнику, да, и тоже ловил себя на мысли, не стать ли тоже ветеринаром. О, да, интересно. Были такие мысли у меня в детстве, потому что было, да, интересно, очень захватывающе, как мой брат там, вот, там прививки делал, да, например, вот там, ну, вот это все было тоже интересно для меня. Интересно, сейчас бы были бы ветеринаром Республики Тыва главным. Ну, да, вот. Но все-таки спорт взял, да, свое? Да, спорт взял свое. С малых лет я занимался в то время, да, очень серьезно. С первого класса прям практически начал заниматься вольной борьбой. И вот являюсь мастером спорта международного класса, достиг ну, определенных высот. По стопам отца пошел. Он был у меня тоже известным спортсменом, тренером. Вот так вот я вот иду по его стопам. Ну и, конечно же, он еще в свое время и руководил и спортивным комитетом нашей республики. Вот, и чиновником спорта. Вот, и по своей карьере, как вы знаете, наверное, я тоже 12 лет проработал и в Министерстве спорта, тоже также чиновником. Да, вот смотрите, вот сейчас как раз таки, вот у нас еще следующий вопрос, как раз таки связан. Вы уже состоявшийся человек, у вас замечательная семья, замечательная карьера, да, работа. Вообще вам зачем политика нужна? Ну, знаете, как вы знаете, я уже 2 года являюсь депутатом хурала представителей городского хурала от Центрального округа. Вот, ну, за эти 2 года тоже очень интересная работа, меня это тоже очень захватило, очень много я понял, опыт приобрел тоже вот законотворческой, да, вот деятельности. Ну и сейчас идут вот предвыборная кампания депутатов Верховного хурала парламента Республики Тыва. И у меня состоялся разговор с моей мамой. Мама меня вдохновила, сказала, вот ты тоже вот как состоявшийся человек, ты вот идешь по стопам отца. И вот отец тоже был в свое время народным депутатом, в то время так называлось. И он тоже сделал многое для всего народа. Он тоже баллотировался именно с Улухемского района. И вот это тоже было одно из желаний мамы. Почему бы тебе не попробовать свой опыт, свои знания, свои усилия, свой вклад внести в развитие вот республики, ну и в частности вот Улухемского Кажуна, для того, чтобы улучшение условий жизни, ну и в целом по республике развития. Вот я после этого разговора принял решение баллотироваться, ну, самым выдвиженцем от Улухемского избирательного одномандатного округа. То есть у вас идейный вдохновитель все-таки это отец, да, который тоже, в принципе, у него такой же был примерно путь, то есть спортсмен великий, потом уже пошел в политику, да? Да. Да, он был спортсменом, тренером, потом, конечно, и в спорткомитете, да, проработал, и потом, конечно, депутатом, и в правительстве. В правительстве он также занимал должность по религиозным вот объединениям, вот этого возглавлял. Буян Владимирович, я знаю, что вы являетесь членом партии «Единая Россия», но вы самовыдвиженец. Почему? Вот, ну, еще раз повторюсь, что да, в праймеризе я не участвовал. Конечно, были мысли туда тоже баллотироваться с самого начала, но после того, как в праймеризе все состоялось, все это было, опять же,
повторюсь, что мама мне сделала замечание, а почему ты не хочешь или там свой голос туда, ну, не подаешь свою кандидатуру. Ну и после этого я подумал и решил самым выдвиженцам попробовать, надеясь на свой народ, скажем так, на земляков, ну, увидеть их поддержку, надеюсь на их поддержку. Вот поэтому я выдвинулся самым выдвиженцем. Да, действительно, я являюсь членом партии уже давно. Скажу, что отец мой, Владимир Шумакинович Бичевол, он также один из тех людей, которые основывали у нас в Туве. Тогда еще даже не Единая Россия была, а Единство. Наверное, многие знают об этом. Вот он с тех времен тоже был как бы активным его членом и тоже, скажем так, продвигал эту партию. И когда впоследствии она стала Единой Россией, конечно, тоже был его активным один из членов. То есть стоял у истоков, да, этой партии? Да. Буян Владимирович, а в чем вообще заключается миссия депутата, на ваш взгляд? Это работа быть ближе к народу, всегда быть в тесном контакте, услышать их наказы, их чаяния, переживания, скажем, да, чтобы их желание ну, жить лучше, ну, какие-то стороны, ну, народу все видней, а народный избранник, как депутат, он должен воплотить эти все желания, пожелания, наказы в жизнь. Для этого он должен работать, естественно, ну, всегда в каждое направлении должна быть правовая база, а правовая база должна, конечно же, вноситься на сессиях, там, поправки или там какие-то дополнения в закон для того, чтобы ну, улучшить то или иное направление, вопросы. Смотрите, вот профессиональный и любительский спорт, они отличаются, да? То есть как бы любительским спортом сейчас, слава богу, начинают уже многие заниматься. Ну и профессиональный тоже. Там прямо это настоящая профессия такая, которой нужно заниматься и жить этим. А как вы думаете, что нужно больше развивать в Туве? Все-таки профессиональный или любительский спорт, чтобы поддерживать вот именно здоровый образ жизни? Ну, знаете, и то, и другое надо. Без любительского спорта, конечно же, не будут, скажем так, массы, да. От любительского спорта это значит, ну, на нашем языке, да, на тренерском, да, это начальная подготовка, там, ну и, конечно же, физическая культура просто это, да, и даже и зарядки для себя даже вот по утрам все вижу, и это очень радует, что очень много людей, которые занимаются пробежкой утренней, да, зарядкой и так далее, вот, с этих всего и начинается, вот. Также и в школах должно быть это все очень хорошо схвачено, потому что с малых лет, с уроков физкультуры даже, да, все это должно начинаться, все дети малые должны заинтересоваться и понять, что спорт это очень такая хорошая вещь для здоровья, для будущего. И все это должно поэтапно идти, и отсюда отбираться должны спортсмены, ну, в профессиональный спорт. Это спорт высших достижений. Вот. Ну и, конечно, спорт высших достижений это везде во всем мире, как говорится, такая ну, планка, где оценивается одно из достояний ну, всех стран. Вот. Даже сейчас вот идут Олимпиада, Олимпийские игры в Париже, но, к сожалению, без участия наших спортсменов российских. Там ну, каждая Олимпиада оценивается вот, развитие и не только вот спортивное, но и вся вот эта вот, скажем так, статусность страны. Ну вот, да, Олимпиада это всегда такой Олимп, да? Да, и всегда Россия, конечно, участвовала на Олимпийских играх, и по результатам они всегда были в тройке, либо в четверке, либо в тройке лидирующих, да, вот позициях. Ну, это говорило о том, что вот нация, она спортивная, она здоровая, она, значит, имеет свою силу. Вот, и этим все сказано. Вот у нас есть и олимпийские, и паралимпийские чемпионы, да, это наша гордость Туве. А скажите, чего не хватает Туве, чтобы больше воспитать вот именно олимпийских чемпионов? Может быть, построить больше залов там спортивных или еще что-то? От чего это зависит? Да, тоже инфраструктура очень большое значение имеет. У нас, к сожалению, ну, по сравнению с другими большими регионами,
еще обеспеченность спортивными объектами ну, на низком уровне. Но мы стараемся, правительство нашей республики совместно с федеральными органами, работа ведется по строительству новых объектов, спортивных объектов. Очень многое зависит от условий, от создания условий, но это и в первую очередь, конечно же, инфраструктура. Да, у нас есть паралимпийцы, сурдлимпийцы, которые занимали и первые места, и призерами были. К сожалению, да, у нас только из тувинских спортсменов одна бронзовая медаль, но это Сана Артас, который выступал за Казахстан. Ну, тем не менее, мы считаем его своим. Да, конечно. Своей медалью. Тем не менее, он наш тувинский, наш спортсмен, поэтому это тоже первая медаль. Есть и участники, конечно, это Лариса Оржак, это Доста Елена Евгеньевна, это и Мунгуш Чинол Алексеевич, которые, да, участвовали. Ну, чуть-чуть не хватило, чтобы завоевать медаль. Вот. Ну, конечно же, надо еще более развивать инфраструктуру. Конечно, тренерский состав у нас должен еще повышаться, повышать свою квалификацию. Спортсмены у нас есть, спортсмены у нас очень хорошие спортсмены. Надо еще более финансирование, и думаю, надо увеличивать еще больше внимания, отправлять на те или иные сборы, на те или иные соревнования, чтобы спортсмены у нас росли. Вот. Я думаю, что в скором будущем это состоится. У нас будет еще не один медалист Олимпийских игр. Конечно, к сожалению, на эти Олимпийские игры должен был ехать наш спортсмен Мунгуш Начин, но по политическим, да, вот этим нашим соображениям, ситуации, российская сборная отказалась от участия в Олимпийских играх. Да, но он на самом деле так радовались за Начина, что он попал, и думал, ох, сейчас, конечно, да, будет жарко. Но... Были бы у него, да, если бы он поехал, да, были у него очень большие шансы попасть вот в призовые вот места, завоевать медаль. А как вы думаете, вот какие вообще проблемы может решать депутат? Вот, как вы думаете, вот именно мы сейчас с вами затронули как раз инфраструктуру, да, спортивную, то есть тренерский состав. Да, я понимаю, что где-то у нас тренеры немножко слабенькие. Почему? Потому что, может быть, у них зарплата маленькая, да, ну, должен же быть какой-то стимул. Тренеры не слабенькие, просто нету вот этой мотивации, да, чтобы дальше идти. Это же воспитать одного чемпиона, это нужно годы. То есть это не за 2 года ты можешь закрыть проект, да, а это 10-15 лет. Да. Все верно, да. Это очень такой многолетний труд, такой цикл для того, чтобы воспитать чемпиона. Ну и каждый спортсмен, конечно, тоже не может быть чемпионом. Если вот из 100 человек 1-2 пробиваются, это тоже очень большой результат. Так, ну, в законодательной сфере, я так считаю, что, ну, будучи работая заместителем министра, ну, нам удалось, мне и моей команде, моим коллегам, удалось очень такие хорошие, скажем так, да, сделать законопроекты для стимулирования тренеров и спортсменов. Ну, это вот также единовременные вознаграждения за тот или иной, да, результат, за высокие спортивные достижения. Это и выделение субсидий на приобретение жилья или строительство жилья тем же вот спортсменам и тренерам. Это и звание, да, заслуженный тренер Республики Тыва, заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Тыва. Этого всего не было, но вот благодаря вот моим коллегам, нашим идеям это все воплотилось, да, и, конечно же, спасибо правительству Республики Тыва и нашим депутатам того созыва, что именно поддержали эту нашу идею, и это сейчас все работает. Я, безусловно, рад, что это все работает. Это тоже дало какой-то толчок, какой-то вот в развитие, потому что наши тренеры и спортсмены, конечно, вдохновились. Это стимулирование, это иметь такое звание тоже вот, очень престижно. Вот. Я думаю, что еще надо более стимулировать, еще что-то надо
придумывать, чтобы наши спортсмены, тренеры, работники, специалисты спорта, чтобы также, чтобы у них загорелись глаза, еще бы их заинтересованность, чтобы было еще больше. Вот такие какие-то законопроекты. А как это сделать? То есть это именно вот депутаты должны лоббировать, да, все эти законы? Да, это можно это делать от министерства, да, предложением войти, можно от федерации, да, предложения, можно, да, сами депутаты даже могут такие лоббировать. И, конечно же, это все потом законом закрепляется на сессии. И все это, как говорится, подкрепляется законодательно. Ну, то есть у нас депутат, он может изменить жизнь к лучшему? Да, безусловно, да, потому что все, еще раз повторяю, что это, чтобы все было узаконено, все должно быть через депутатский корпус проходить. Ну и, конечно, правительство должно постановления вынести, распоряжения свои, чтобы это все было законно, все, чтобы было это правильно. В соответствии всех законодательных там, актов. Угу. Расскажите, как ЦСКА сейчас живет? В следующем году нам исполняется 10 лет, как мы созданы, так как в 2015 году образовалась эта школа. Сейчас, состав у нас тот же, да, 12 тренеров у нас работает, те же 5 олимпийских видов спорта мы развиваем. Та же вольная борьба, стрельба из лука, дзюдо, бокс и художественная гимнастика. У нас на сегодняшний день 331 воспитанник. Ребята молодцы, показывают стабильные, хорошие результаты. Развиваемся. Единственное, у нас сейчас не хватает, конечно же, опять своей базы. Но я скажу, что решение было принято о строительстве собственной базы для нашей школы, да. Но в связи специальной военной операции этот вопрос немножко отодвинули на неопределенный срок. Мы уверены, что оно в скором будущем все равно будет построено. Буян Владимирович, благодарю, что ответили на мои вопросы. Всегда приятно с вами общаться, и всегда у вас такие полные ответы. И видно, что вы человек, который болеете душой за детей и спорт. Спасибо.